Сәлеметсіздер ме, құрметті пайдаланушылар? Парасат жолы жобасы адалдық, парасаттылық, әділдік қағидаттарын қалыптастыруға, сондай-ақ ел игілігі үшін игі идеялар мен басталмаларды ілгерілетуге бағытылған. Біздің іс-шараның тақырыбы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, ортақ іс. И сегодня в рамках проекта «Парасат жолы» Карабалыкская центральная районная библиотека проводит встречу с руководителем юридического отдела аппарата акима Карабалыкского района Ещановым Арманом Сериковичем. Арман Серикович, наша беседа связана с одной из самых острых проблем в современном обществе – коррупция. Тема очень важная и весьма актуальная, не только для нашей страны. Что вы можете сказать по этому поводу? Здравствуйте, Динара. Спасибо за приглашение. Конечно же, коррупция является негативным явлением современного общества, требующего постоянно тщательного изучения, системного подхода, комплексного и оперативного противодействия. Так, согласно статье 1 Закона Республики Казахстан о коррупции, под коррупцией в настоящем законе понимается не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также лицами, приравненными к ним с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ. То есть коррупция, прежде всего, это злоупотребление служебными полномочиями. Наше государство, как и многие другие страны мира, ведут целенаправленную работу по предупреждению и предотвращению коррупции. Казахстан одно из первых государств на постсоветском пространстве, принявших антикоррупционное законодательство и присоединившихся тем самым к международным конвенциям по данному вопросу. Но хотелось бы отметить, что особым признаком коррупции является то, что она совершается путем использования указанных субъектами своего служебного положения, правового статуса, авторитета, занимаемой должности, вопреки интересам службы и установленным нормам права и морали. Данные действия направлены на непосредственно получение имущественной или иной выгоды, на удовлетворение тех или иных потребностей и интересов. Уровень и масштабы существующей в стране коррупции сдерживают экономическое развитие, негативно отражается на инвестиционном климате, снижает имидж страны, международную заинтересованность в сотрудничестве с нашей республикой. Вот так. Говоря об антикоррупционных мерах, предпринимаемых в нашей стране, не могли бы вы остановиться на том, что делается? Да, конечно, Динар, у нас работает комиссия по вопросам противодействия коррупции при акимате района. Ежеквартально у нас проводятся заседания, на которых проводятся отчеты руководителей государственных органов по работе по противодействию коррупции. Так, утверждены антикоррупционные стандарты, утверждаются ведомственные планы по профилактике коррупции и соблюдению этического кодекса, проводятся внутренние анализы коррупционных рисков, реализуется план мероприятий по антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы. Работает специальная мониторинговая группа внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии Республики Казахстан. Государственными органами проводится на еженедельной основе, у нас в прямом эфире выступают руководители государственных органов в рамках проекта Антикор-Лайф Адал-Кумек. Ведется работа по плану проектного офиса Адалдых Аланы и другая работа, целенаправленная на противодействие коррупции. Охотно ли граждане сотрудничать с государством? И куда можно обратиться жителям района? Охотно. Граждане участвуют, конечно же. Существует множество форм участия гражданского общества в сфере противодействия коррупции. Одной из действенных является средства массовой информации, которые во взаимодействии с органами власти воспитывают граждан в духе уважения права, способствуют утверждению в массовом сознании демократических ценностей и понимания опасности коррупции. СМИ получают и распространяют информацию о фактах коррумпированности во всех сферах общественной жизни, осуществляя тем самым своеобразный контроль за деятельностью органов власти.
Средства массовой информации проводят журналистское расследование о коррупционной деятельности отдельных чиновников, доводят до сведения общественности результаты проведенного ими расследования. Также формой взаимодействия государства и гражданского общества в антикоррупционной сфере является рассмотрение обращений граждан, поступающих в организации и госорганы, о содержании информации о коррупции. Такие обращения являются своего рода индикаторами коррупционных рисков в деятельности органов публичной власти, основой для принятия управленческого решения по предупреждению коррупции. Известно, что уровень коррупции в обществе зависит от уровня правосознания и правовой культуры, в том числе антикоррупционной культуры населения. Одна из главных проблем на сегодня то, что в сознании большинства нашей страны людей коррупция стала обыденным явлением. В целях повышения эффективности противодействия коррупции в нашей стране работает эффективный в работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению. Необходимо использовать институты гражданского общества. В частности, необходимо создать общество, которое бы занимались организацией правовой пропаганды среди населения. Формирование у граждан высокого уровня правовой культуры повлечет совершенствование качества правотворчества, привлечение самых различных институтов гражданского общества, проводимую государством антикоррупционную политику и более эффективную реализацию правовых норм, направленных на противодействие коррупции. Также хочу сказать, что за сообщение о фактах о коррупции, по которым сумма взятки или причиненного ущерба менее 1000 месячных расчетных показателей, вознаграждение остается прежним. По административным делам 30 МРП, по уголовным делам 40 МРП, по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести 50 МРП, по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях 70 МРП, по уголовным делам особо тяжких преступлениях 100 МРП. Сообщить граждане о действиях, связанных с коррупцией, могут по бесплатному номеру 1424. Спасибо большое, что уделили нам внимание, время. Спасибо за ваши ответы. Всего доброго. Сау болыңыз. Всего доброго. До свидания.